Якутии. Ой, слышно, да, меня? Видно? Да-да-да. Я вообще ничего не вижу. Мое диссертационное исследование «Обрядовая практика шаманов Якутии» посвящалось изучению, описанию и выявлению трансформации обрядовой практики именно нашего современного якутского шаманизма. Само исследование было в основном основано на полевых материалах, собранных за 3 года, в период с 2019 по 2022 год. Диссертация у меня состояла из 2 глав. Первая – это теоретическая, вторая – практическая. В основном в теоретической части я описала историографию якутского шаманизма, как становятся шаманами, основу, базу. И в практической части у меня описаны обряды из жизненного цикла якутов. Именно обряд вызова дождя, обряд испрашивания души ребенка в сравнительном аспекте. У меня было 9 информантов. Это шаман Барагай Бахсе, Удаганка Корсуннах, также Картузова Анастасия Владимировна, Наста Удаган и Татаик Баяхсана. 4 основных, которых я рассматривала в своей практической части исследования. А так, за период, за 3 года мною было осуществлено встреч и бесед с современными шаманами. 35 человек я очно сама встречалась, разговаривала, общалась, собирала полевой материал. Если взять согласно списка, составленного Васильевой Ниной Дмитриевной, в 1920-30-х годах, согласно этого списка, было у нас в Якутии шаманов 380 человек. Сейчас я буквально так, хотя мне сказали, нельзя считать, сколько у нас сейчас количество шаманов, я сама встречалась с 35 человеками. А так, в основном, преобладающее большинство, где-то человек около 100 только насчитывается. Сравнительно, это я все отразила в самом исследовании, прямо в форме диаграммы, сколько у нас было и сколько у нас сейчас. Но сейчас идет возрождение нашего якутского шаманизма, поэтому люди особо не привыкли обсуждать, тем более изучать и описывать это все. Я рада, что мне пошли навстречу такие шаманы, как Барагай Бахсе. Он сразу с радостью согласился, хотя до этого я вообще с ним не была знакома. Корсуннах, потом еще выходила я к Пестряковой Зое Ивановне, вы, наверное, все ее знаете, Никон Сейна ее знают как. Потом Хаютанов Владимир Семенович, Слепцова Лена Васильевна, Кулан, Легентей. Этих всех, с кем я разговаривала, они все вошли в мою монографию. После диссертации я выпустила такую, монографию, диссертацию, книжечку такую. В августе месяце у нас была презентация этой книги. Все участники, все, кто был описан здесь, все встретились. Были с нашей кафедры ученые и шаманы, современные якутские шаманы были. Что еще можно сказать? Я больше, скорее всего, практик, чем теоретик. Поэтому у меня вторая часть более такая обширная получилась. Самое то еще могу добавить то, что я еще провела социологический опрос анонимный, чтобы сравнить данные за период 1993 года. В то время тоже, оказывается, ЭРГИС еще тогда проводил опрос с охватом 18, по всей республике нашей, по Якутии. И сравнили данные. Это все тоже отражено в самом исследовании, прямо в таблицах, диаграммах, все это. Дополнительно только я добавила там вопрос, обращались ли вы к шаманам за помощью, плюс еще требуется ли изучение шаманизма. И самое отрадное то, что люди очень интересуются этой темой, сейчас она очень актуальна. И прямо согласно результату опроса, прямо 54% люди ответили «за», чтобы мы изучали и просвещали их в этом плане. И вроде все. Могу ответить на вопросы. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, можете задать. Можно, да, вопрос? Ага, здравствуйте, у меня есть вопрос.
Ага. Итем, антам итем. Туох атын шаманнары кытта бурят, тувин шаманнарын кытта теңнәбик китте. Туох атын нактарын. Учебный вопрос. Как раз вот дуальность билин корюхпун багара хаджабын, потом в будущем маннык билигин даганы материалларын комия хаджабын. Бу презентацияга барага бакса келен тух приглашение бербите международная конференция шаманов и ученых болдырып в Монголияга. Онны 30 сентября онны барыхтакпыт. Онны бардакпына материал комиян жонну кытта биссен, онны тохток бүттебит. А так бурятской оюннары кытта уже биссе хаджабын материал комия хаджабын. Сахаллар буряттар онна монголлар кенден көрөктүн баары. Начу джинтрихени багайып. Чебе. Ота бәң этинник тугара жарыктанагынду. Бәң айдыбы хәттен тохтайдың вакытта бәң. Атын туох тиллер. Мәне анник болбатага болу диллер, то бәм денникке ханыбын. Не случайно все это ден. А так жак тох мандык кайдагара тохти кайбы. Чугас согус эбиппин. Кайдара кине тохтанын өйдүбүн. Онна кинер оюннар дагандыр бәр туспа жаннар буллагади. Бәдер тохогустар бәдере болбатак буллагади. Көмөлө өчүлөр тохтара багылара ичилери тох жаннар буллагади. Барыларгар кихи подход булара ырхан огустарда. Оны бәйре даганы бу тема кихи мәне ламма темата буллагади. Тәсереннән аргайт кутум хайычы. Надалах киллер жаннар даганы. Эти бу бәйлер айгалакты жаннар. Манык тух болбута. Бу терәһәммет ити бу кинеге сурахтан ите буларыгар бу аспыты 14 жылытыгар болбута һәп. Но тух элбах били ыңырбыт жаннар бу барак элбиттер. Приглашен бу кинегага кирбейт каратыкта плесурулдан быт жаннар били ыңырта бу барак элбиттер. Оны бу биги асуфуттан келеннәр итим бәм научный руководителем Анатолий Афанасьевич Алексеев бар билер болу. Кинекелен итим кафедрам доктора заведующий быт бу леттер бит Яра Васильевна бар келеннер. Отон бастакы маннык историческое событие болду дебиттер. Тох оюннар онна бу айылхалак жоннор, онна бу тох тоң өйдилер бу учонайдыр. Тоң өйдөг жоннор мустан биростол колоран кепсетлер сехер кестилер ген. Наха берен хан бар буттара. Этикинеге анда шебидде көрдөрөндө ким дени? Манна шаманские обряды народа Сахалин костарда. Ага. Библиотека кирбидеду? Ага, Пушкинкага бар болу. Вот как раз Яра Николаевна эми өлелегихтахпит. Спасибо. Прошу прощения, я не стала перебивать. Просто дело в том, что многие магистранты у нас не говорят на якутском языке. Можно попросить все вопросы и ответы на русском? Ну вот вопрос был, вы собираете, ну как в плане сравнения якутского, бурятского, вот других народов шаманизма в сравнительном аспекте будет ли в будущем исследование. Вот как раз я вот в будущем планирую бурятский, монгольский и якутский вот рассмотреть. Вот ответила. А с северными вы не сравнивали, да? Еще раз можно повторить, пожалуйста? Северными. Северные улусы. Это только было после вот самого исследования, диссертации, да, и после вот этой книги очень многие стали сами выходить на меня. Вот именно шаманы, удыганки. И был вопрос даже, кто-то предложил вот типа серийно. Ну, я думаю, возможно, по локальности рассмотреть, да, северные, вот, по районам в будущем хочу тоже, ну, как получится. У меня тоже такая, ну, в смысле, эта тема очень даже интересует, я тоже очень подумала на тему, ну, как бы, диссертации на эту тему. Дело в том, что у меня еще такой вопрос. Как вы определили это, что они действительно шаманы? Мы же не знаем, кто из них шаман, а кто из них не шаман, честно говоря. Да. И потом еще, какие параллели вы ставили перед, ну как, проводили ли вы параллель между шаманом и между удаганами, да? Говорят, что удаганы намного сильнее. Ага, какой вопрос интересует? И вот, Все, да? Первый вопрос. Ага.
Первый вопрос. Я вот именно обряд испрашивания души ребенка и обряд вызова дождя, он в основном у меня вот описан, да, в сравнительном аспекте между вот шаманами, удаганками было описано, и их отличия. И попутно еще вот традиционный, вот наш классический шаманизм, и вот современный шаманизм я рассматривала, чем они отличаются, какие трансформации произошли. А то, что как я вот их отличаю, почему я именно вот их описала, потому что вот первая у меня информант была вот у Корсунаху Даганка, Одун Елена Егоровна. Я вот к ней приехала, вот когда с ней познакомилась, сказала, что я вот магистрант первого курса, собираю материал по шаманизму. Ну, сначала все настороженно воспринимают, но потом обдумывают, и уже как бы связь налаживается. Вот я к ней выехала в Мигна-Кангалатский улус, и прямо у нее там вот такая большая книга была с отзывами. Прямо люди сами от руки писали, когда были, чем она помогла им. Потом она, оказывается, собирала вот эти отзывы тех, которые вот отправляли ей. Вот я там очень много отзывов увидела про испрашивание души ребенка. У Барагай Бахсы он мне тоже показывал вот эти отзывы, и прямо люди сами, очевидцы были, которые вот пользовались, вот, и посредством этого обряда родили. Там даже супружеская пара была 45-летней, которые вообще не имели детей, и после вот данного обряда шамана Барагай Бахсы у них как бы родился сын. Вот только на основании фактов и отзывов я вот именно Работала описала с вот ними, это все. Ага, а вы Александра Не слышно. Егоровна Нахара. Александра Егоровна Нахара, Удаганка, тоже княгина. Ага, потом спрашивали ребенка, да, занимался вплотную у нас Терехойба, ага, который Да, тоже да. в Покровске, его даже снимали с Франции, приезжали, снимали, да? Угу. Да, я давно интересуюсь шаманами, ага, и тоже как бы свое исследование как бы провожу, хожу, ага. И, значит, ага, ну вот Терехойбан вплотную занимался только этим. Да, я знаю. Ага, вы с ним работали? Да, я с его супругой работала. Она мне, вот как, мы с ней разговаривали, она сказала, что он же у нас как бы ушел, поэтому мы с ней, как бы она мне назначила встречу, но в итоге отказала, поэтому я не стала писать. Вот в исследовании описаны только те, которые фактически были собраны, и вот реально, на реальных фактах, как бы на отзывах я только собирала материал. Борис, подождите. Ага. Значит, еще один вопрос. Чедет, у нас ребятам, да? Да, Иванов Федот Петрович, ага, Седет. Я с ним встречалась в декабре прошлого года. Он здесь в Якутске был, проводил ЛГС. После мы с ним беседовали. Он очень, ну, сами знаете, да, не очень любит афишировать. Поэтому он мне вот так объяснил, что ну, как бы мы с ним встречались, разговаривали, но он не захотел, чтобы было описано. Спасибо за ответ. Просто было очень интересно, как вы определяли. Вы сказали, что вы по отзыву определяли, да? Что отзывы работали, но это не означает, что они действительно шаманы. Как? Я так считаю, что настоящих шаманов у нас в данное время их очень мало. Очень мало, да. Их десяток даже не наберется. Вот эти вот 100 человек, которые вы озвучили, да, они не шаманы, мягко говоря. Есть, конечно, они же различаются там. Вот Торгабаллар. Сейчас у нас понятие такое идет, что шаманизм привлекает, ну, шаманами называются даже те, которые, скажем так, в былые времена их называли да? Те, которые занимаются только правом. Те, которые только занимаются, ну, как бы, они же подразделяются по-разному, да? Да. Но никак не шаман. Шаман – это
Это совсем Это другое. избранные духами люди, проводники. Ага. Потом среди шаманов тоже же есть, как бы, они же тоже подразумеваются. Мой писхалан был тиер, ойвуген лохаях кулараби. Он кискалаңа тиер ойын білеген соқ. Сохан, союнден Ох, соғы было. ох, білеген Даже соқ, ага. барды буланы, это было. Он, вот, у меня такой вот, ввиду того, что у нас как бы шаманы в советское время не воспринимали, очень много людей, оказывается, с такими способностями попадали в психиатрические больницы. Да. Еге онлы или спектакль, может там кто-то там сидит, а мы не знаем. Да, да. Я даже знаю, что там есть у нас очень сильные шаманы, которые в прошлом были, но сейчас они находятся там. Я пыталась туда прибиться, но не пускают. Ну, в смысле, встреч не дают и общаться тоже не дают. И как раз был же период у нас вот коронавируса, и вообще вот это не получилось. Но я разговаривала с родственниками. Сейчас озвучивать не буду, кто там находится, но возможно в будущем, когда ее выпишут. Спасибо большое всем за вопросы. Ага, Ульяна Егоровна, вы можете в частном порядке еще обсудить, если вам интересно. Если у вас еще есть вопросы. Хорошо? Спасибо. Так, может, у кого-то еще есть вопросы? Так, Сайдар, вы можете дать какие-нибудь пожелания нашим магистрантам, что самое сложное было в вашем исследовании, да, при защите магистерской диссертации? Может, у вас есть какие-то советы? Потому что у нас сегодня участники семинара – это только магистранты, которые в следующем году защитятся, ну, первые и вторые курсы. Ну, в принципе, сложно, да, сложно. Самое главное – это начать вовремя. И не в последний момент, а уже сейчас начать прямо с первого курса. Вот самое главное. И, ну, тема, если вы выбрали, как бы вам тема интересна, вы же сами выбираете, ну, от души, как бы надо работать. И, ну, и все. Самое главное, чтобы тема была в душе не просто так, чтобы вот лишь бы защититься, а чтобы свою тему выбрать и начать прямо с курса собирать материалы, писать уже. Ну и пожелаю успехов. Всего больше нет. Спасибо всем. Спасибо, было очень интересно. Спасибо большое. Так, следующий наш спикер Степанова Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, пожалуйста. Добрый вечер, магистранты, Ольга Ксенофонтовна, Здравствуйте. участники конференции. Я тоже в этом году закончила магистратуру, у меня фольклористика, фольклор и мифология, специальность. У меня тема называется «Творческое наследие Николая Ивановича Степанова-Норы». Я с темой определилась с самого начала, потому что это мой дед Олон Хосуд, народный певец, был одним даже первым режиссером, который поставил Олонхо под открытым небом на сцене колхоза, начиная с колхозной сцены, он дошел до Якутского театра со своим драм-коллективом Олонхо из Мегино-Кангаласского улуса. Николай, эту тему я выбрала, потому что ему в этом году, в 2022, исполнялось 125-летие, поэтому к этой дате я хотела подготовить большой материал, и это мне удалось. За 2 года я именно занималась этой темой. Самое сложное, мне кажется, магистерская диссертация – это как научная работа, она требует определенных каких-то навыков, исследований, да,
заранее человек должен быть подготовлен к своей теме. Вот самое сложное написать вот это выбирать тему. Если ты не знаешь тему, это очень сложно. Надо выбрать правильно свою тему, чтобы потом начать сразу с первого курса, начать работу над этой темой. Например, в конце, когда вы будете магистерскую диссертацию писать, сдавать, да, от вас потребуется апробация. Что значит апробация? Это участие в научных конференциях, издание работы в каких-то научных сборниках, да, поэтому изначально надо быть готовым к этому, поэтому чтобы у вас таких больших проблем с написанием работы в конце второго курса не было, надо вот к этой теме идти изначально вот с самого первого курса. Сейчас скоро будет, наверное, конференция Белим для первокурсников, обязательно надо участвовать, потому даже если там вы не займете первые, вторые какие-то призовые места, но ваша работа гарантированно выйдет в научном сборнике. Это уже хорошо, потому что и до этого надо выбрать свою тему, чтобы именно начать работать с этой темой. Да? У меня, например, вот конкретно я шла к своей цели, я с этой целью и пошла в магистратуру. И в первой главе у меня называется «Творческое наследие», да, Николая Степанова Норой. В первой главе я тут именно его эпическое наследие исследовала. На самом деле у него было 9 олонхо, как пишут и указывают ссылки на архивы, да, но напечатано было только одно олонхо кюнериле, второе олонхо благодаря моему научному руководителю мы нашли в научном архиве, и над этими 2 олонхо я работала. Остальные олонхо, они как бы есть только отрывками, и не удалось многих олонхо не найти. Во второй главе я его осветила как носителя устного народного творчества. Он был, тут я изучила его песенное творчество, песни, таюки, поэмы, всего 9 жанров, да, потом прозаический фольклор, это у него были предания, легенды, сказки. В третьей главе я его уже осветила, его художественную самодеятельность. Туда вошли такие параграфы, как первый Якутия драм-кружок олонхо и самодеятельные постановки из репертуара, и второй вклад Степанова в профессиональную музыкальную культуру Якутии. Вот таким образом я постепенно шла к этой цели, и у меня вот конкретно по первой главе у меня была одна статья и доклад в научной конференции. По второй главе у меня было уже 2 доклада, и напечатаны были вот эта первая статья и вторая статья, да. А по третьей главе у меня было 2 доклада и 2 издания в научных сборниках. Я теперь, приходится мне гордиться собой, потому что я исследовала творчество своего деда, нашла очень много материалов благодаря моему научному руководителю Василию Васильевичу Илларионову. Благодаря ему я посетила вот архив, который был закрыт 2 года, даже больше 2 лет, по-моему, во время пандемии, да. И удалось мне поработать над его материалами, которые не вышли в печать. Я сделала специальный библиографический справочник, где я указала, какие вот поэтические материалы опубликованы, в каких сборниках, периодических изданиях, а какие не вышли до сих пор, хранятся в научном архиве. Вот и олонхо, какие они конкретно в печать вышли, которые не вышли. Его песни. Также нашла его пьесы, по которым, сценарии пьес, по которым он ставил вот эти постановки олонхо в 40-е годы. И таким образом работа вышла. Я достаточно
хорошая, скажем, и благодаря Василию Васильевичу Ларионову скоро выйдет книга. Над этой книгой мы вместе с ним очень продуктивно поработали. Параллельно, когда я вот писала свою магистерскую, он параллельно уже начал писать вот эту книгу 125-летию Николая Ивановича Степанова Нора, и скоро выйдет издание, вот новая книга, где будет Олонхо его, Алатуйбун, который никогда не было издано, да, и о нем материал, который мы подготовили вместе с моим руководителем. Так, ну, поэтому сейчас нужно, главное, выбрать тему правильно. И вот надо думать об апробации, и поэтому именно по этой теме надо работать. Надо, вот тогда постепенно работа выйдет. По чуть-чуть, по маленькой статейке, там где-нибудь, где вот проходит НПК, вы услышали, да, надо обязательно попробовать себя, участвовать, там, заявить о себе. И таким образом даже, ну, ваши работы уже, они выйдут в сборниках, и есть, будет на что опираться, скажем, да. Ну, если среди вас, если есть магистранты-очники, для вас это дополнительные баллы будут. Вы будете, если наберете большое количество баллов по науке, то значит вы получите повышенную стипендию. Это тоже стимул. Мне удалось, например, учиться очно, потому что во время пандемии у нас все мероприятия, обучения, вот эти, они проводились через онлайн по Zoom, да, поэтому как-то вот таких особенных трудностей мы не встретили. С этим было очень даже удобно, скажем. Но если даже вы и заочники, все равно надо именно от темы надо. Вот цель – это ваша магистерская диссертация, а чтобы идти к этой цели, надо правильно выбрать тему. Ну, по крайней мере, я так думаю. И, ну, статьи еще что дают, да, помимо этих баллов, скажем, да, помимо, ну, апробации, само собой уже, разумеется, это говорит о том, что вы обретете какой-то навык, да, вы будете уже знать, как правильно писать научные статьи, как их правильно оформлять, какие требования там есть, как правильно научный аппарат там оформлять, как надо ссылки делать, сноски делать. Это все будете прорабатывать или самостоятельно, или с вашим научным руководителем. И в конце вы получите хороший опыт, и уже вам будет писать не очень трудно. Как вот если вы ничего не будете писать в течение 2 лет, да, нигде не будете участвовать, то в конце, конечно, ждут сложности. И если вы выбрали тему, то надо работать над сбором материалов. Сбор материалов – это очень тоже трудоемкая работа. На это уходит очень много времени. Это надо сидеть кропотливо или в интернете, вот, или в библиотеках, или в архиве в научном, да, или у вас есть какие-то библиографические справочники. Вот какая тема висит, вот эту тему надо со всех сторон, вот это как кость надо обглодать, а потом это полностью, вот это выдать, такое красивое блюдо, скажем, да, чтобы она звучала, пела, скажем, чтобы это была песня. И поэтому сначала тему, а потом уже работать над сбором материалов и апробацией. У меня мои пожелания таковы, и желаю всем успехов. Если есть вопросы, то задавайте. Да, есть вопрос. Вот вы вначале сказали опубликовать статьи. Скажите, они должны быть связаны с магистерской работой или у них могут быть другие темы? И Да, другие обязательно темы тоже могут быть, другие темы, они тоже помогают человеку, да, потому что вы уже находите подход, как вот оформлять статью, находите подход научной работе, да, вот как нужно оформлять, какие требования будут, да, это уже маленький опыт, это уже хорошо. Не обязательно там вот эта тема, которую вы выбрали в магистерской диссертации, не обязательно эта тема, потому что я тоже первые несколько статей я посвятила совсем другим темам, там, эвенкийскому фольклору, там, к столетию. Микрофон включите, У меня пожалуйста. тоже были. Поэтому
Любое участие, любое написание вот этой статьи вам дает это опыт. Поэтому надо вот опыт, как скажем, руки надо набить. Руки надо набить. Вот это уже большая помощь. Вы сами Ну, себе поможете в да, будущем. да, правильно. Но желательно по области изучения темы. Там, Да, по желательно, да. фольклору, да. То все это, если у вас статьи будут по фольклору и тема магистерской диссертации тоже будет по фольклору, то все это можно будет внести в апробацию. Ага, можно спросить? Да, Спросить можно? да, спрашивайте. Ага. Значит, вы сказали, что вы внучка Норы, да? Не, вы внучка Томсору Керебин, да? Ага. Том sorun kenarında. Томсору Керебин, прямой потомок. Adın kim Deniz? Угу. Ульяна Демин. Ульяна. Угу. Маны вопрос так, Ильеха. Вот, например, там Сурым да, его наследие уже написали. Это даже в 40-х годах выпустили книгу. Ага, и без всякого регистрации. Написали его наследие 10, ага, и по его значит, по его труду очень много написал у нас Василий Васильевич Ларионов. Ага. Но Райга есть такие работы? Но Ройга есть такие работы, но они небольшие. Его работами, его Олонхо творчеством занимался Петр Никифорович Дмитриев Кутук. И у него какие-то статьи были. Конечно, у Норы было много статей, но ни одного фундаментального большого труда не было. Вот над этим сейчас работает Василий Васильевич Ларионов. Да, Василий Васильевич собирает спрашивать информацию. Вас слушают. Да, ну статьи фольклористы о нем писали, Эльгиз писал, Купов писал, Васильев писал. Много статей, много материалов о нем. У вас тема творческое наследие. Творческое наследие. Ага, изучили все его, да? Эпическое наследие, потом его прозаический песенный репертуар и его как самодеятельного драматического кружка. Спасибо. Спасибо за вопросы. Так, вторые курсы активно подключаемся к семинару. Вам уже через пару месяцев нужно будет защититься, написать и защититься, да? Пользуясь случаем, задаем вопросы. Ну все, спасибо, всем удачи. Ольга Ксенофонтовна, я вас покидаю, срочные дела, извините. Хорошо. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Спасибо, что присоединились. До свидания. До свидания. Далее передаю слово Туяре Николаевне Готовцевой, тоже магистранту нашей кафедры фольклора и культуры. Туяра Николаевна. Всем добрый вечер. У меня камера плохо показывает, и давайте я продемонстрирую свою работу, да, наглядно. Пожалуйста. Так, пока подключается презентация, я хотела бы отметить то, что сегодня перед вами выступают лучшие магистранты этого года, да, которые защитились на отлично, у которых красные дипломы и которые были рекомендованы на аспирантуру. То есть перед вами лучшие работы, лучшие исследования этого года.
Ага. Все там видно, да? Ага, видно, подключилась. Да, видно. Ага, видно, слышно. Хорошо. Ну, разрешите представиться, меня зовут Яра Николаевна Готовцева, я сотрудник Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, и за основу вот своей исследовательской работы я выбрала, то есть продолжила проект, который я начинала еще в 2012 году, получается 10 лет. Да? Это проект «Библиотека и окрестности». Виртуальная выставка «Зала. Последний заповедник старины». Так, научный руководитель, искусствовед Ия Володаровна Покатилова. И давайте коротко расскажу, и вот на основании своей исследовательской, чего я достигла, какие трудности были, да, какие были проведены исследования. Так, вот сами знаете, вот город Якутск, он рос и развивался на протяжении вот 4 веков, и каждая новая историческая эпоха вот накладывала определенный отпечаток на общий облик города. И в первой части, в теоретической, именно вот исследуются именно вот те периоды, да, вот города Якутска, начиная с 17 века, то есть со Строга. Так. И как сотрудник библиотеки очень хочу посоветовать, вам надо очень хорошо поработать с источниками. Например, в моей работе было использовано 87 изданий. Также эта тема была апробирована, участвовала во многих научно-практических конференциях. Так. Статьи выходили. Так, и давайте вот начнем вот с первой главы. Например, да, вот... я тут пропустила, оказывается. Ну, давайте. Первая глава — это... Я тут пропустила. Город Якутск, Острог, да, вот начиная с 17 века. Потом как бы идет город Якутск православный. Это 17-19 века. Так. Ой, я совсем запуталась. Подожди. Давайте вот это посмотрим. Глава первая состоит из 4 пунктов. Первое — это начиная от Острога до возникновения города Якутска. Второе — это город Якутск православный. И третье — город Якутск торгово-купеческий. И четвертый — это город Якутск как культурная столица вот, арктической зоны. И вторая часть у меня практическая. Вот, зала «Последний заповедник старины». Тут проведен сравнительно-сопоставительный анализ материалов по старому залогу, по памятникам старины, и который вот позволил сделать вот следующее заключение. Именно вот в этом отрезке, именно вот в залоге сохранилось вот деревянное зодчество. Так, вот на отрезке вот этого треугольника в шаговой доступности вот за кинотеатром Лена, театром эстрады расположена вот уникальная вот охранная зона. И как уже говорила, вот я начинала работать в 2012 году, я сделала вот сравнительно-сопоставительный анализ именно по сохранности и по состоянию вот зданий и домов. Если, например, вот взять 10 лет назад, все, наверное, помните, по проспекту Ленина, например, вот стояли вот богадельни и приют арестантских детей. В данное время уже стоит новостройка. Дом снесен, поскольку по итогам комиссии не имеет архитектурной и исторической ценности. Все помните вот аптеку
Это жилой дом Киренского конца 19 века. Аптека была снесена в 2007 году, и на этом месте тоже стоит многоэтажное здание. Вот. Тоже жилой дом начала 20 века, тоже снесен, и стоит бизнес-центр Азия Холл. Таких примеров очень много. Например, вот жилой дом нашего народного писателя Соруна Моллона в 2012 году, он более-менее нормальном состоянии, а нынче вот этого дома вообще нету. В 2015 году произошел пожар, и ну, вот на 80% было уничтожено. Кровля полностью, а сейчас полностью снесена. Так. И таких примеров у меня очень много. Во время исследования я встречалась с жильцами старинных домов, от кого дом достался, знают ли они историю этого дома и какие перспективы в будущем. Вот. Этот дом тоже вот в 2012 году, это дом с мезонимом, в более-менее нормальном состоянии. Сейчас дом снесен, и вместо них вот дома многоэтажные стоят. Также в нашей библиотеке есть проект «Говорит Пушкинка». И так, мы провели вот с ответственным секретарем Всероссийского общества охраны памятников Александром Васильевым Дьяконовым, провели пешую прогулку по старому Залагу. И сейчас я вам покажу фотографию. Вот десятилетней давности весь Залог был в таком состоянии, погрязь в грязи, не пройти, не проехать. А вот в этом году улицы чистые, широкие. Можно даже вот провести такие пешие прогулки. Так. И вот в качестве, и вот итог моей работы, да, вот обобщение всего вот собранного материала в доступной форме для учащихся, студентов, краеведов, исследователей. Это материал в виде лекционного материала. И в будущем идет подготовка виртуальной экскурсии по историческим местам и пеших экскурсий по исторической местности. Ну, если так коротко, вот по моей работе. Извините, я очень сильно болею, и вот много говорить не могу. Если у кого есть вопросы, задавайте. Может, кого-то тема заинтересовала. Ага. Спасибо большое, Туяр Николаевна. Ага. Так, вопросы, пожалуйста. Ага. Или про реальное училище историка. Какое плачевное состояние на сейчас находится? Реальное училище. Реальное училище? Да. Так, ну я исследовала только вот именно район Старого Залога. Это пересечение улиц Крупской, Строда, Ярославского, а также, ой, там какая улица проходила-то. Ну вот эти улицы, это за кинотеатром Лена. Хорошо, спасибо за вопрос. У меня есть такой вопрос, Туяр Николаевна. Какие у вас перспективы работы, какие в будущем планы? Планируете поступить в аспирантуру? Ну, пока не знаю, не подумываю. А вот насчет своей продолжения своей исследовательской работы в этом году, до конца года, как раз вот эта тема очень актуальна к году культурного наследия. Хотим создать
виртуальную экскурсию. М. Идет переговоры. Левочкин, в тот раз он, Владислав Валерьевич. Ага. Владислав Валерьевич, он в тот раз обещал поддержать. Ага. И вот Хорошо. уже, как говорится, не просто как вот виртуальная экскурсия, например, PowerPoint, а уже более оснащенном, современном, с видео. А также вот для пеших прогулок тоже вот как лекционный материал, а также для историков, студентов, тоже очень хороший материал. Также у меня приложение, работа состоит первой и второй главы, а также приложение у меня очень большое, оснащены все фотографии, все дома, кто жил, дома в каком состоянии, в каких домах по сей день люди живут, а также есть анкетирование вот, жильцов. И вот я очень жалею, что 10 лет назад, представляете, там жили люди, которые, вот, которые знали очень много, которые жили в конюшнях, дома были более нормальном состоянии. И в то время я вот по молодости и как-то, ну, такой научной базы у меня не было, поэтому так поверхностно относилась. И вот сейчас уже я приступила к исследованию уже более, да, вот хотела вот фотографию, все запечатлеть. Мгм. Хорошо. И, Спасибо большое, Туяра Николаевна. и ученый-историк, вот Пантелеймон Пантелеймонович Петров очень меня поддержал, и в общем, да, он как консультант выступает, да, именно вот по подготовке вот виртуальной выставки. И я очень надеюсь, что у меня вот уже будет готовый как бы продукт, да, вот именно как у Сайдары, например, у нее монография вышла, у меня, например, вот виртуальная экскурсия будет. Отлично. Мы очень рады, то, что наши выпускники продолжают свои темы научные, свои исследования, не останавливаются только на защите. Вот. И ждем вас, Туяра Николаевна, в нашу аспирантуру в будущем, ну, в будущие годы. Спасибо. Мгм. Так. Вопросов, кажется, нет, да? Перед вами выступили 3 спикера. Это наши магистранты, то есть наши выпускники магистратуры, да. И сейчас у нас